Всем привет, на связи Джексон Геймер, и это у нас 60 секунд в BeamNG Drive. Что ж, давай я напомню тебе правила. Первое — это доехать от точки А к точке Б. Второе — доехать без внутренних повреждений. Третье — доехать без внешних повреждений, ну или с минимальными повреждениями. Четвертое — это доехать без копов на хвосте. И пятое, основное — ехать агрессивно. В этот раз Дон Макарони дал мне очень странный угон. Во-первых, заказчиков сразу 7. Вернее, это групповой заказ. Во-вторых, среди заказчиков есть 2 полицейских, 1 депутат и 1 японский бандит. Как сказали заказчики, автомобиль нужно провести на точку неважно в каком состоянии. Если он будет разбитый в хлам, так будет даже лучше. Поэтому сегодня мы расслабимся, наверное. Все же полиция мешать не будет, но говорят, что это довольно влиятельный и опасный человек. Что ж, ну вот эта тачка, да. Угу. Давай, тень, взламывай автомобиль, и мы отправимся на точку. Отлично, хорошо. Ну а теперь заводим. В общем, да, теперь вне серии, скажем так, отойдем от сценария. Да, это Семёныч, я уже, вероятно, спалил на превью, потому что я название уже довольно давно придумал. Вот. Это Семёныч, и, собственно говоря, я пытался получить разрешение на этого персонажа, пытался договориться, ну, естественно, как бы вы видели мой канал, и вы видели канал Булкина. Разница очевидна, договориться, то есть я даже не был замечен, но очевидно, в принципе. Вот, поэтому в случае чего, если вдруг Булкин увидит этот ролик, вы там, может быть, ему пришлете или еще что-либо, просто дай знать в комментариях, ну или у меня есть почта, на которую можно ответить, с которой я и писал, собственно говоря. Вот. И как бы скажи, я могу удалить видео, если что-то вдруг не так. Ну или просто ограничить просмотр там уже по желанию. Потому что как-никак красть персонажа у меня не было желания, просто хотел, чтобы он появился в этой серии, да и я, собственно говоря, тоже олд, скажем так, канала Булкин. Прям олд, настолько олд, что я сам лично помню название Bullet GT. Вот, но об этом в конце, да, специально, если не хочешь смотреть ролик, это я сейчас к Булкину обращаюсь, то можешь перемотать в конец. Ну, а также, конечно, мой зритель, ты тоже можешь посмотреть в конце, потому что у меня помимо просто вот этой серии, где я захотел засунуть Семёныча, есть еще и идея Булкину самому, поэтому может быть она интересная, может быть нет, но я, наверное, как зритель просто его канала, как олд его канала, хочу что-то предложить с Семёнычем, ну потому что Семёныча давно не появлялось. Ну об этом ладно, об этом в конце у нас сейчас серия как-никак. Слушай, мы как-то прям на сейве совсем едем, мне это не нравится. Я еще и скрылся от всех, вообще удивительно. Так, извиняюсь, нам с трафиком сегодня ничего не нужно делать, поэтому, ну, в смысле, нет у нас обязательств трафиком, что мы его не должны таранить, поэтому едем агрессивно. К тому же сегодня нам можно позволить все. Слушай, ну как-то легко мы доехали, слишком, даже с первого раза.
Давай усложним задачу. Хотя не думаю, что это прям сильно усложнит задачу. Ой-ой-ой, что так FPS себя плохо чувствует. Так, окей, мы доехали, но... так, давай, значит, я, наверное, это вырежу просто, да? Чуть-чуть просто там ошибочку совершил небольшую. Так, давай, во-первых, поставим задний привод. Благо это мы можем себе позволить. Вот. Ну давай, если мы сможем доехать, усложним еще кое-как. Ну, я тебе заодно покажу лайфхак, как можно из пикапа с переключаемым полным приводом можно сделать дрифт. Воу-воу-воу. Шины повылетали. Как можно сделать дрифт корч. Так, слушай, ну никаких проблем вообще не ощущаю. С двигателем проблемы. К слову говоря, да, то есть по поводу самого Семёныча, по поводу этой модельки. Моделька сделана вручную, в принципе, ты это можешь заметить по тому, как он выглядит. То есть моделька это не мод. Это вот из существующих на данный момент на актуальную версию Steam из существующих модификаций этого автомобиля. Поэтому можно заметить какие-то сходства. Там плюс еще можно, в принципе, сделать похожий на Семёныча автомобиль. Но у Семёныча автомобиль из обновления в обновление каждый раз менялся. Где-то у него там, допустим, вот эти вот верхние фары, вылезла, как они называются, круглые. Где-то они у него уже квадратные стали, прямоугольные. И где-то у него есть мухобойка на капоте, где-то у него ее нет. И поэтому точную копию, конечно, не сделаешь прям наверняка, потому что в самых ранних версиях, насколько я помню, опять же, у него были вот круглые фары сверху на его каркасе. Да и плюс основные фары, которые у него стоят, точно такими же уже не получится, потому что в относительно недавних сериях небольшой ремейк получил этот автомобиль. Небольшой абсолютно. Чуть-чуть изменений. Но прям 100% такие же фары уже не получится. Вот. Ну и, соответственно, модификации конкретно такой уже нет, которая была. Но вот это сделанный вручную автомобиль. Слушай, опять легко как-то доехали. Прям, ну, слишком легко. Правда, ты знаешь, я тебе уже рассказывал, тестирую перед тем, как проезжать, и, ну, не было так легко. Не было прям вот настолько легко. Ладно, я знаю, как усложнить нам чуть-чуть жизнь. И заодно я тебе покажу лайфхак. Смотри, у нас есть дифференциал доступен, можно заблокировать. Ну, и я думаю, те, кто знает, что такое дрифт, понимают, что когда задний дифференциал заблокирован, то можно дрифтить. Поэтому мы блокируем задний дифференциал. И теперь мы получаем дрифт корч. Еще можно на ручку переключиться для удобства. Для правильного, вернее, чтобы... Я думал, что этот знак прозрачный. Ой, извини, кстати говоря, мы забыли про шины. Мы забыли про шины совсем. Главный атрибут Семёныча. Все шины уже вылетели, неважно. Мы не Семёныч. Мы лишь воруем его автомобиль. Так, хорошо. Вот, но просто здесь я уже просто не мог вытянуть, поэтому просто отпустил газ. Вот, что я хотел сказать. Забыл, что я хотел сказать. Веришь, нет? Так. Чуть-чуть я тут, конечно... да, почему здесь, собственно говоря, можно на автомате? Он тут, в принципе...
не на особо большой скорости дрифтит, поэтому автомат просто не успевает переключаться. Поэтому на автомате. Мы как-то прям совсем сейвово едем. Совсем сейвово. Тихо, 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 тихо. Переборщил с углом. Так. Хорошо, поехали. Дрифт Семёныч. Вот так вот соединил двух персонажей. Семёныча и Лёху. Уже два персонажа в моем ролике, да? Не моих. Да ё-моё, что такое? Я её... Он вообще легко контролится, но я почему-то в этот раз прям совсем плохо себе показываю. Так, шины почти все вылетели. Ой, извиняюсь, я на шины смотрел. Он прям вообще легко контролился, а я тут разучился совсем почему-то. Отлично. Хорошо, прям проходит, прям супер. Вот это вот я и хотел сразу же сделать, но не получилось почему-то. Отвык, наверное, от его управления. Хотя он довольно просто контролится, как я уже сказал. У него жопа как раз легкая, он поэтому довольно-таки легко контролируется. Так. Ну я тут прям... Ой, вот они, вот такие сложности должны были быть сразу же. Но почему-то они не появлялись. И в принципе, да, как всегда в этой рубрике, я сначала скажу, что легко, и вроде сначала будет все легко получаться, а потом начнется непроходимая фигня, когда ролик затянется опять на целый час. Ну, надеюсь, такого не получится, конечно. Хотя, может быть, кому-то и в кайф на час ролик. Мне кажется, просто как зрителю, наверное, это не очень. Ладно, нормально. На повреждения насрать. Нам главное доехать. У нас сегодня вообще полный карт-бланш. На повреждения любые... Ой-ой-ой, подожди. А, нет, тоже нормально. То нормально. Что ж. Это до сих пор здесь стоит. Пожалуйста, отсюда. Да, кстати, говорят, что я забыл сказать по конкретно вот модель. Естественно, хотя может быть и не естественно. В общем, с обновлением этого автомобиля его прочность стала меньше гораздо. Реалистичнее стало, но тот самый Семёныч пропал, естественно. Сколько я уже сказал, естественно. Неважно. В общем, да. Пусть этот Семёныч визуально выглядит прям как точная копия. Ну или похоже на него. Но по технической, по технической части он тоже довольно мощный. Я в том плане, что настолько, насколько он выдерживает повреждения, это не Семёныч. У него довольно... помнишь, да, у него колеса вообще никогда не открывались. Просто никогда. Здесь у него колеса крайне легко отрываются. И какие бы я ни ставил, какие бы я ни пытался ставить, его колеса страдают прям в первую очередь. Подвеска ломается буквально почти сразу же. Даже на самой мощной, которая у меня сейчас стоит. Так, тем временем мы почти доехали. Кстати говоря, я совсем забыл снова поставить машину для ухода. Но она нам, в принципе, не понадобится в этот раз. У нас тут не полиция. Полиции нет.
У нас тут какие-то непонятные люди на пикапах такие же. О, тихо, в задницу. Вот так, все отлично. Так, не-не-не, да ты... Ну все, мы застряли тут. Я уже ничего сделать не могу. А ведь почти. Слушай, ну... Довольно интересно, да, мы дрифтовые тачки не угоняли. Это вроде бы не та машина, которая прям подготовлена под дрифт, но мы усложнили себе задачу. Мне теперь это даже больше нравится. Так. Калькуляторович поехал. Я не спавнил никого специально, он это просто случайно трафик. Поэтому тут смотри-ка. Все персонажи Булкина. Все его персонажи. Да. Поэтому если вдруг тебе попался этот ролик, случайный просто зритель, если тебе вдруг попался этот ролик, и ты смотришь Булкина, то передавай ему привет и отправляй это видео. Потому что, честно, ну я переживаю, я не знаю, я правда не знаю, я, считай, 3 месяца пытался получить разрешение на персонажа, как-никак. По сути, мне ничего это не мешает, я могу это все в открытом доступе, но мне было бы удобнее, если бы мне просто разрешили использовать персонажа. Поэтому, если Булкин будет вдруг против, то дай знать мне об этом. Дай знать, и, конечно, ты, случайный зритель, отправь этот ролик ему. Быть может, он не захочет, чтобы его персонаж был у какого-то ноунейма в ролике. Вот, поэтому, да. Поэтому это довольно большая ответственность, скажем так, для меня. Так, мы тебя объезжаем. Хотя я мог его бортнуть, чтобы он не мешал. В любом случае, сегодня можно себе позволить. Давай. Интересно, вывезет эту игру? Не, ну, вряд ли. Я со скоростью переборщил. Ой, хорошо, что это прозрачный столб оказался. Все, мы почти доехали. Остались буквально сущие метры. Пустяк. Просто... Ой, ё-моё, тихо. Задний привод. Вот он помешал как раз, когда не нужно было. Ну, ты понял, да? Ладно, ничего страшного. Проехали в первый раз, проедем и в 10-й. Так. Хорошо. Но также, как бы, не забывай, что у меня у самого тоже есть персонажи, поэтому милости прошу, можешь чекнуть в подсказках, ты найдешь, возможно, она уже проскочила, эта подсказка давненько. В подсказках ты найдешь плейлист BeamNG, и там ты можешь найти BeamNG Drive Stories, который, в принципе, разделен подкастом. То есть ты можешь отдельно целый подкаст запустить, посмотреть BeamNG Drive Stories, там мои персонажи. По секрету тебе скажу, хотя не по секрету, ну ладно, по секрету, да, по секрету. Я, в принципе, нигде это не упоминал, насколько я помню. Но это не все персонажи, еще будут новые персонажи. Еще будут. Не в этом сезоне, конечно. Не в этом сезоне. Но еще будут. Ой, хорошо, как я зашел. Поэтому да. Поэтому не думай, пожалуйста, что я просто копирую кого-то. Я не хочу кого-то копировать. Скажу честно, вдохновлялся. Я, более того, в 2014 году этот канал создал в том числе и из-за Булкина.
потому что он один из моих вдохновителей. Один из. Не говорю, что он единственный, но один из. Вот. Но копировать я не люблю. Я люблю что-то свое придумывать, поэтому всех персонажей, которых я придумываю заранее, я продумываю их. Не знаю, есть ли у кого-то еще такое. Вероятно, кто-то, может быть, так действительно делает. Все-таки не я один так думаю. У людей бывают мысли схожие. Довольно часто. Нас же все-таки много. Вот, поэтому что-то слишком много рассуждений. Так вот, да. Зацени, пожалуйста, да. То есть я понимаю, мы все с тобой, вот если зашел на этот ролик, мы все с тобой любим Булкина, но зацени, пожалуйста, и мои тоже ролики. Остальные тоже есть персонажи. Тоже есть что-то свое. Потому что в этом проблема. Основные ролики у меня не собирают много просмотров. Поэтому поддержи канал, пожалуйста. Самые сложные ролики, как назло, и не собирают. Ну, я уже это не в первый раз говорил, конечно. Ну что ж, ладно, давай уже доедем. Давай мы, наверное, полный привод включим, когда мы будем заезжать уже, подъезжать к точке, потому что там нам понадобится полный привод. Может быть, наверное, даже пониженную включим. Пониженный полный привод. Так, хорошо, тихо. Отключаем diff. Включаем пониженную. Хотя можно включить дифференциал. Все, давай. Поехали. Тихо, 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 тихо. У меня руль не рулился. Так, хорошо. У меня подвеска повреждена, понял. Ну, это ничего страшного, в принципе. Мы автомобиль-то довезли. Аккуратненько. Осторожно. Здесь, наверное, поднажать стоит. А у нас где-то... Вот. Ага, отлично, проскочили. Нет, вот она, вот она. Так, так, аккуратно. 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 И... Так. Все супер, да? Да, все супер. Мы довезли автомобиль Семёныча до назначенного места. Что ж, что я могу тебе сказать? Спасибо тебе за просмотр. Хотя, наверное, рано, подожди. Рано, да. Согласен, рано, потому что... Ну ладно, да. Простой зритель, если ты не хочешь смотреть конец, концовку, мой, так сказать, месседж Булкину, то ты можешь пропустить, поэтому я тебе сразу же скажу спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока. Но тот, кто остался... Да, что я хотел сказать? Значит, давай предисловие небольшое. Смотри, как я уже сказал, я, ну, прям old Булкина. То есть,
я слышал много людей, которые говорят, что с 2014 года смотрят там Булкина. Правда, я уже не помню даже в каком году я смотрел, в каком подписался, но в 2014 я уже создал канал свой, опять же, мотивируясь Булкиным, скажем так. В принципе, это все, что обо мне стоит знать касаемо моего знакомства с Булкиным. Естественно, лично я не знаю этого человека, никогда его не встречал. Вот, но я довольно давно смотрю, естественно, и меня в выпуски вот эти, и Бимку я тоже с 13 года смотрел, и сам тоже с 13 года в нее играю. Просто раньше ее нельзя было в Стиме приобрести. Когда она в Стиме появилась, я ее, естественно, приобрел. Ну да, в принципе, это все. Что я хотел, собственно говоря, сказать. Такой персонаж, как Семёныч. Во-первых, это первый персонаж, который, в принципе, закрепился за Булкиным, который стал вот одним из главных персонажей. То есть, ну, он там и раньше создавал всяких разных персонажей в Бинке. В принципе, его мастерство импровизации в создавании персонажей — это прям моя слабость и его сила, скажем так. Я такого не могу сделать. У меня не получается нормально симпровизировать. Не пойму, почему, кстати, здесь трафик катается. Вот. Собственно говоря, и мне было жалко, допустим, наблюдать последнее время. Вот ты часто ли видел Семёныча в серии? Не так часто, да? Ну, в принципе, это и персонажей не так часто видно. Но, ты понимаешь, да, Семёныч сейчас пока живет только благодаря модам. То есть, крайний раз он уже несколько раз появлялся в качестве модифицированного автомобиля. А со временем мы все понимаем, что, ну, конечно, я, может быть, в какой-то степени надеюсь на комьюнити Булкина. Может быть, действительно у него там есть хорошие мододелы, которые будут постоянно поддерживать этот автомобиль Семёныча, чтобы он работал на всех версиях. Но мы все понимаем, что рано или поздно просто начнут попадать текстурки. Они будут просто несовместимы с новыми версиями BeamNG Drive. Поэтому у меня вот сложилось такое предложение. В общем, такое предложение есть к Булкину. Значит, ну, есть два варианта. Ну, опять же, я говорю как зритель, я не говорю как прям стопроцентный этот, я просто как зритель также вот мне давно Семёныча не видел, и мне как-то скучно, точнее не скучно, а грустно осознавать, что он исчезнет, он когда-то может исчезнуть, не появиться. Поэтому я предлагаю два варианта. Опять же, все это, естественно, на усмотрение Булкина, может быть и его аудитории, если аудитория поддержит мой ролик вдруг. Хотя это вряд ли, но вдруг. Просто на всякий случай. Всякое же бывает. Значит, первый вариант — это просто замена автомобиля для Семёныча. Пожалуйста, вот мой ролик будет служить как объяснение, почему у Семёныча изменился автомобиль. Пожалуйста, его угнали. Все. Вот. Либо же просто, ну, Семёныча уже не должно существовать. Просто ему пора отправиться на покой. Где-нибудь просто как-то уже завершить его карьеру, скажем так, персонажа этого. Все. И отправить его на покой. Грустно. Но как один из вариантов, и тоже, кстати говоря, можно ссылаться на мой ролик. Но опять же, я не прошу просто якобы оставлять ссылку на мой ролик. Естественно, нет. Нет. Просто как бы вы можете ссылаться на этот ролик. Булкин может просто в своем ролике сказать, что типа вот там кто-то угнал автомобиль. Это вот если я это услышу, мне это будет даже тепло услышать, что значит мой ролик Булкин посмотрел. Значит, он согласен с моим мнением. Ну, естественно, если ты зритель и смотришь этот ролик сейчас, опять же говорю, не забудь передать этот ролик Булкину. И да, может быть он это посмотрит, может быть примет какое-то решение. Вот, но если ты досмотрел до конца, то запинаюсь. Спасибо тебе за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока.